Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и узнаем, способен ли он на измену, изменяет ли он и может ли изменить в будущем. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, ну и спросите, прям так строго спросите, как ты к женскому полу относишься, склонен ли ты к изменам, изменяешь ли ты мне. Я думаю, что все уже настроились, мужчинок своих загадали, и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят в мои врага. Девочки, отсыпка общая. Я сейчас дам вам характеристику человека, который пришел, ну а вы же там сами смотрите. Сразу хочу сказать, что у меня здесь два характера и два человека. Причем абсолютно две противоположности. Но вы видите, да, один человек и второй человек. Давайте я расскажу про одного и потом расскажу про второго. А вы уже для себя поймете, кто из них кто, да, кто ваш, а кто не ваш. Так иногда бывает. Я медиум, я запрашиваю информацию у высших сил для тех, кто посмотрит эту отсыпку. Соответственно, я так понимаю, что пришли ко мне девушки, у кого есть уже проблема, и те, кто боится, что такая проблема может возникнуть. Смотрите, для тех, у кого есть проблема. Здесь человек патологический изменщик. Хорош собой, умеет с женщинами обращаться, умеет быть галантным, знает, что женщине нужно, уговорит любую. Для него это спорт, для него это увлечение. Он себя считает, ну, таким прям мастер спорта, да, заслуженный мастер спорта, чемпион и прочее, прочее. Ах, девочки, смотрите, гулял, гуляет и, к сожалению, будет гулять. Здесь, как говорится, Горбатова только могила и исправит. Мне очень жаль, что именно с этим человеком вас свела судьба, и что вы страдаете из-за его этого поведения, какого-то, ну, извините меня, ну, говорю как есть, простите, пожалуйста, за эти слова, но это потребительское отношение к женщинам. Это в принципе не должно быть. Никогда, ни при каких условиях. А вот он этим страдает. Но я вам сейчас кое-что скажу. Здесь у мужчины патология присутствует, в психологии патология, понимаете? Плюс еще вот эти все его, извините, ну, буду говорить как есть, блядства, они же не на ровном месте, понимаете? С одной стороны, в голове не все в порядке, а с другой стороны, тут, смотрите, его тут и поили, и кормили, и привязывали, и что только не делали. Он уже столько всего на себя нацеплял. Боже, оно такое грязное, я даже не знаю, страшно вот даже рядом присутствовать, не то чтобы постель делить. Понимаете, столько энергетики натаскал. Девчонки, смотрите, что касается психологии. Если мужчина у вас обрезанный, вот, ну, буду говорить как вижу, ну, вот, потому что показали, то у него как будто бы вот не происходит вот тот самый фейерверк, да, та самая радуга в полном объеме. Вот как не может он насытиться. Вот это проблема. Плюс какой-то неудачный первый опыт. И вот это одно на другое наложилось, и он постоянно вот ищет того самого, ну, я не знаю, того самого яркого ощущения и не находит. Вот сколько бы он ни искал, он не находит. Здесь для него важна именно не душевная составляющая, да, вот когда ты в единении с человеком и душой, и телом, а, ну, вот чисто спорт, да, вот физиология.
Вот как раз физиология страдает. Его бы, конечно, хорошо к хорошему специалисту. Здесь, кстати, не один специалист нужен. Я бы такого мужчину повела бы сначала к психологу, потом повела бы его, скорее всего, к урологу, или ну, вот люди, которые вот занимаются этими расстройствами половой системы. И еще бы обязательно сделала на этого человека диагностику и чистку. Но вот простите, но говорю, что вижу. Ну, мне очень жаль, честно, мне очень жаль. Этого человека, понимаете, у него корней нет, его привязать ничем нельзя. Здесь ничего не поможет, ни уговоры, ни какие-то сильнейшие чувства любви, влюбленности, ни дети, там, ничего, понимаете, просто тупо ничего. Здесь человек пришел больной, причем и телом, и душой. Это все нужно сначала искоренять, убирать первопричину, ну а потом уже смотреть, что с ним дальше делать. У него жизнь, вот знаете, такой путь в никуда. Он стаскается в этих чужих постелях. Плюс, мало того, я вам еще скажу, у него же были какие-то еще болячки нехорошие. Он же не один раз лечился, не один, поверьте. Может быть, знаете, может быть, не знаете, но тем не менее, вот картина налицо. Побегал он, значит, со своей этой писей, поносился. Тут сам себе говорил, что все, больше никаких баб. Закругляюсь, там у него даже какая-то крайность была, что может там в монахи пойду, да, не нужно. И вот никак он с собой справиться не может. Глаз у него, конечно, такой прям с чертинкой. А женщины, они же ведь, понимаете, как думают, ну, у другой не получилось, у меня получится, да. И каждый он умеет подойти, и такой он весь сладенький, ароматненький, и каждая думает, что ну, моим будет. Девочки поумнее, конечно же, разочаровываются, отворачиваются. Те, которые любой ценой только мой, да, те начинают там магичить, химичить, и тут еще и это накладывается. Здесь мужчина, честно, пропащий. Вы простите за такое предсказание, но я не могу вам ничего другого сказать. Я говорю то, что вижу. Хотите этому человеку помочь, это даже не про брак, это просто помочь. Вот. Ну, чтоб не пропало, вот даже до такой степени. Тогда надо заниматься его здоровьем, еще раз говорю, физическим и душевным. Здесь прям очень надо. Но других вариантов я не вижу. Либо вот оно так все пойдет, вот с горки прям покатится, и чем дальше, тем быстрее. Ну и, конечно же, финиш, конечно, печально у него будет. Жаль, но, извините, так оно в жизни иногда бывает. Может, заслужил, может, карма у него такая. Это все, конечно, нужно индивидуально просмотреть. Но гулял, гуляет и будет гулять. По крайней мере, вот четко это показали. И второй мужчина пришел. Второй мужчина вообще противоположность. Мужчина крайне спокойный, прям такой вот, как медвежонок, да, ленивый, ему бы там лапу пососать, да, там пиво на диване, чего, футбол, лишь бы попу не поднимать. Вот такой мужчина. Плюс он еще какой-то то ли жадноватый, то ли прижимистый. Здесь две крайности. Лень и жадность. Ну, девочки, ну кто будет с ленивым и жадным встречаться, кто будет общаться? Он вообще не думает о других женщинах, его с вами все абсолютно устраивает. Он считает, что он просто, ну, самец, племенной производитель, что он крайне выдающаяся пися, вот, что вы им очень довольны, что все у вас замечательно, то, что у вас там интим раз, не знаю, раз в полгода, извините, но вот он очень ленивый. Он считает, что это нормально. Достаточно. Он говорит, зато качественно. Вот зато я делаю это качественно, лучше, чем другие. Я не знаю, кто ему это сказал, откуда у него такие познания, как делают другие, но он такой. Пусть мало, но зато качественно это делаю. Считают, что
Вы всем довольны, соответственно, он всем доволен, и как бы ему другие женщины и не нужны. И не станет он, девочки, искать этих других женщин. И даже если какая-нибудь снимет с себя всю одежду, извините, прыгнет ему на лицо причинным местом, он ее просто, знаете, так, фу, иди отсюда, да, не мешай смотреть футбол, да, не мешай мне пиво пить, там, не мешай мне сидеть, пукать в диван. Вот такой вот он у вас. Здесь это скала. Скала тут и даже и думать не стоит. Не будет ни при каких обстоятельствах. Я вам даже больше скажу. На него даже никакая магия не подействует. Вот честно. Будут его там привораживать, опаивать, всякими там феромонами обрызгивать. Даже бровью не поведет. Вот настолько он у вас ленивый. Я не знаю, насколько это хорошо либо плохо. Но, девчонки, зато вам нечего переживать. Нечего. То, что у вас эта интимная жизнь с ним крайне скудная, простите за эти интимные подробности, но я просто для вас, да, я за вас переживаю. Это же важно. Это же на самом деле для женского здоровья тоже важно. Здесь вы должны его стимулировать, либо мотивировать. Я сейчас скажу как. Сомневайтесь, либо ставьте под сомнение его умение, да, ведь он считает, что он ого какой, вот, а вы ему говорите, а вот я там прочитала в научной книжке, что должно быть столько минут, либо столько раз в неделю, что если у мужчины все хорошо и он ого-го какой, то он это выполняет. То есть здесь можно его, знаете, вот таким хитрым образом принудить, скажем так, принудить, либо стимулировать к тому, чтобы интимная жизнь у вас, ну, хотя бы чаще была, да, регулярнее. Но, опять же, это по вашему желанию. Но по здоровью, я вам сказала, для женского здоровья это тоже очень важно. Вот. Так что переживать, беспокоиться, вообще не стоит и даже не думайте. Не будет. Не будет и все. Не захочет, не пойдет. Ну такой вот он у вас. Домашний, семейный такой медвежонок, да? Вот ему диван, вот ему телевизор, вот ему пивас, и все нормально. Живем. Он еду больше любит, чем... Он больше удовольствия от еды получает, чем, например, от, извините меня, интимной близости. Но это не у всех отыграется, но вот у кого-то прям конкретно. Вот он от еды, вот у него прям ярче вот эти все эмоции, больше удовольствия, чем от интима. Может быть, он, кстати, и в постели ленится на самом-то деле. И так даже может быть. Поэтому, мои хорошие, не думайте и даже не переживайте. Ну, видите, какая у нас отсыпка, да? Две какие противоположные личности. И каждая с приветом. Ну, какие пришли, мои хорошие. Думаю, ответила на ваши вопросы. Не судите строго за такие темы, но был запрос, я ваш запрос выполняю. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.